У 5-м тэрапеўтычным аддзяленні знаходзяцца самыя маленькія пацыенты. Хлопчыкі і дзяўчынкі, якія паспяшаліся нарадзіцца на свет. Вага некаторых менш за кілаграм. У спецыяльных кювезах, а менавіта тут і знаходзяцца немаўляты, створаны ўсе ўмовы, якія паўтараюць унутрычараўное развіццё. Маленькая Матрона нарадзілася 7 лістапада з вагой 1 кг 800 грам, а чакалі яе не раней, чым 7 студзеня. І зараз увесь неабходны час да таго, каб падрасці, дзяўчынка знаходзіцца пад наглядам спецыялістаў. Реанимацию прошли не без этого. Вот. Потом перевели нас сюда на 8-е сутки. Конечно, помощь врачей обязательно. Улучшения, конечно, есть. Есть, врачи помогают нам. Очень внимательные врачи, неонатологи. Зараз у аддзяленні 45 ложкаў, але толькі 12 мам маюць магчымасць знаходзіцца побач са сваімі дзеткамі. Для інагородніх 2 палаты на 10 месцаў. І гэтых магутнасцяў не хапае. Плануецца, што новыя плошчы будуць значна большыя. Новыя палаты разлічаны на 2 мам и 2 деток. Возникают большие вопросы с налаживанием грудного вскармливания, потому что когда нет совместного пребывания, мама не может круглосуточно кормить ребенка грудным молоком. Вот. И потом большое значение имеет для ребенка уход именно мамы. С учетом стройки планируется закупка более современного нового оборудования в большом объеме, что тоже, чему мы очень тоже рады. Новоселе плануе справіць аддзяленне рэанімацыі. Зараз тут адначасова атрымліваюць дапамогу 12 маленьких пациентов. Видимо, назрела необходимость уже пересмотра всего этого и выйти на какой-то новый уровень, так, чтобы в каждой палате, наверное, был какой-то климат-контроль, чтобы более комфортно лежали детки, чтобы были какие-то бактериальные фильтры, не было заноса инфекций. Штогод пациентами дзіцячай областной становится звыш 37 тысяч маленьких жыхароў региона. И створить для их новые комфортные умовы – одна из приоритетных задач. Проектная мощность больницы стационара на сегодняшний день, как она строилась, 270 коек, а размещено 417 коек. В принципе, других объяснений особо не надо, потому что вы понимаете, что коечная мощность превышена почти в 2 раза. Это корпус на 120 коек, он будет без переходных каких-то галерей, пристраиваться непосредственно к существующему корпусу в сторону улицы Нефтяной. Будет расширяться за счет смещения туда 4 отделений. Якой будзе новая прыбудова, ўжо можна ўбачыць на макете. Усе работы ад распрацоўкі праекту да рэалізацыі выконвае Полесье Жилбуд. Новы будынак будзе адпавядаць усім сучасным стандартам. Прадугледжана і распрацоўка зручнай лагістыкі. Мы сделали компактные этажи, вынесли консольное перекрытие, что позволило нам немного, и более компактно сделать здание. Тем самым мы получили достаточно низкую стоимость койко-места в этой больнице, что положительно влияет на положительно повлияло на экономику всего объекта строительства. Объект в плане оснащения технического, он сегодня в проекте, он максимально современен на сегодняшний день. Гроши на новый корпус вылучаць з резервного фонда президента з нагоды 80-гадовага юбілея Брэсцкай вобласці. Іх плануецца накіраваць таксама і на закупку нового неабходнага высокотехнологичного абсталявання. Самую качественную медицинскую помощь мы будем оказывать здесь, в областной больнице, где будут установлены новые аппараты МРТ, КТ, значит, самые современные. Поэтому, естественно, что это очень важное направление, которым мы будем заниматься и не только в городе Бресте. Ну а президент нам всегда помогает. Вы знаете, что он очень много, значит, сделал для того, чтобы провести тысячелетие нашего города, и были большие деньги выделены его распоряжением. Поэтому мы ощущаем всегда его поддержку. Зараз проект знаходзіцца на фінальнай стадыі. Прыступіць да будаўніцтва плануецца ўжо ў студзені. У эксплуатацыю новую прыбудову здадуць праз 1,5 гады. Евгения Мороз, Тыгран Акопян, телерадиокомпания «Брест».